Это 220-летняя мечеть, что в Старой Татарской Слободе, никогда не меняла название и достояла до нашего времени с первоначальным минаретом постройки 1801 года – мечеть Иске-Тош. По легенде, она была построена на месте братской могилы воинов-мусульман, защищавших Казань в 1552 году. Могила эта была обозначена большим старым камнем Иске-Тош, сохранявшимся долгие годы и после постройки мечети перед ее восточным фасадом. Сейчас здесь идут реставрационные работы, которые планируют завершить к первой половине 2023 года и вернуть храму первоначальный облик. Как же появилась мечеть Иске-Тош, которую еще называют и Девятой Соборной? Как и когда возникла Новотатарская Слобода? По одной версии, после окончания освоения территории Старой Татарской Слободы местное население стало искать новое место для строительства жилья. Так появилась Новотатарская Слобода. В отличие от Старотатарской, в которой проживали в основном богатые слои населения, такие как купцы, торговцы, культурные деятели и интеллигенция, на новом месте поселились в основном люди рабочих специальностей. Это наложило отпечаток и на внешнем виде новых построек. Ремесленники строили чаще всего самые простые дома из дерева и небольшие деревянные мечети. Освоив новую территорию, местные жители решили, что пора начинать возводить основательную каменную мечеть. Первым таким зданием стала мечеть Иске-Тош. По другой версии, в 1749 году в Казани произошел большой пожар, который уничтожил множество деревянных зданий того времени, дома и мечети Старой Татарской Слободы. В это время православный епископ Лука Конашевич решил начать строительство религиозного учебного заведения для татар-не-мусульман. Религиозным мусульманам такой расклад был неприятен, поэтому они попросили власти города Казани выделить им новое место жительства, вдалеке от православной общины. Так появилась Новотатарская Слобода. Известно точно, что спонсировала строительство семья купца Утямышева, а имя автора проекта мечети Иске-Тош не дошло до нашего времени. Известный богослов Габдельнасыр Курсави курировал строительство так, чтобы по всем мусульманским канонам мечеть была направлена на Мекку. В 1830-е годы мечеть достраивали и расширяли, чему активно помогал архитектор Шмидт. В то время новая мечеть Иске-Тош становится центральным местом притяжения всех верующих мусульман Новотатарской Слободы. Имамами мечети Иске-Тош практически все время служила семья Амирхановых, в числе которых также был и известный в Татарстане литератор Фатих Амирхан. Мечеть Иске-Тош была спроектирована в стиле строгого классицизма, как и многие религиозные сооружения того времени. Она состоит из 2 этажей и 2 молельных залов – мужского и женского. Сама мечеть прямоугольной формы, внешние стены ее выполнены из кирпича. Мечеть похожа на обычный жилой дом, от которого ее отличает только возвышающийся на крыше минарет, состоящий из 3 ярусов. В советское время мечеть Иске-Тош была закрыта и постепенно разрушалась. Коммунистическая партия своим указом учредила в этом здании школу. Затем в здании открыли клуб, после – склад организации Татснаб. В 1994 году мечеть признали историческим памятником татарской архитектуры и возвратили в руки верующих мусульман. Сейчас в мечети идут реставрационные работы, в результате которых храму планируют вернуть исторический облик.